В эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. В Нижнем Бестяхе магазины проверили на соблюдение санитарных норм. Есть ли нарушения? Всегда свежая, а самое главное – натуральная продукция. В Удачном открыли мясоперерабатывающий цех. В Великобритании спасли сенбернара. Операция длилась 5 часов. Как сейчас чувствует себя 4-летняя Дейзи? Максимальные уровни воды на реке Лени ожидаются с 1 по 3 августа. Сенокосные угодья в ряде районов республики и Якутски могут оказаться под водой. На участке реки Лены Витим-Нюя в пределах Ленского района наблюдается суточный спад уровней воды с интенсивностью от 20 до 80 сантиметров. Вследствие выхода волн дождевых паводков с рек Витим и Алекма на реке Лени в пределах Алекминского и центральных районов продолжается подъем уровней от 15 до 85 сантиметров за сутки. У гидропоста Мача отмечается максимальный уровень, где общий рост составил 3,4 метра. В ближайшие сутки двое максимумы ожидаются на участке Алекминск-Солянка, и дополнительный рост составит 60-80 сантиметров. У гидропоста Эльдикан в ближайшие сутки ожидается формирование максимума дождевого паводка, и дополнительный рост составит 5-10 сантиметров. Ситуация с лесными пожарами в Среднеколымском районе стабилизируется. Об этом сообщают в администрации района. В село Сватай сегодня прилетел вертолет для борьбы с огненной стихией. Он также доставил огнеборцев, средства тушения и продукты питания из Среднеколымска. Прямой угрозы для населенного пункта нет. Также тушение пожаров проводится на территориях сел Алеккёль и Эбях. Напряженной остается ситуация в селе Соболох Момского района. Напомню, там из-за лесного пожара пострадали линии электропередач. Сейчас в населенном пункте работают 25 добровольцев и 2 единицы техники. В Бор-Сысы ситуация стабильная. Однако в 13 километрах от села возник еще один очаг. Туда направили группу из 15 человек. Между тем, дым от лесных пожаров окутает 7 населенных пунктов в Якутии. В ближайшие сутки в Верхоянском, Среднеколымском и Тампонском районах умеренных осадков не ожидается. Ветер северный и северо-восточный 4-8 метров в секунду. Мониторинг задымленности в населенных пунктах республики проводится непрерывно. В Якутии за сутки коронавирус выявили у 49 человек. Больше всего заболевших по-прежнему в столице региона – 39 человек. Один новый случай выявили в Верхневилюйском районе, по 3 в Ленском, Мирнинском и Медино-Кангаласском районах. За последние сутки выздоровели 48 человек. Глава Якутии Сэн Николаев во время брифинга по эпидситуации в очередной раз напомнил жителям региона о важности соблюдения санитарных мер. И оперативным штабам на местах, и руководителям предприятий, да и в целом жителям республики, конечно, надо еще раз под самоограничениями, скажем так, да, достаточно серьезно работать. Поэтому мы надеемся, что все-таки ситуация начнет постепенно улучшаться, хотя мы не исключаем таких локальных скачков, но таких вот, как были раньше, когда там у нас сотни и больше людей заболевало, конечно, такого уже не будет, мы очень на это надеемся. Вместе с тем, вот локальные скачки, связанные с заражениями такими внутри районов, они, конечно, к сожалению, пока еще у нас наблюдаются. В поселке Нижний Бестях прошли проверки магазинов на соблюдение санитарных требований в связи с коронавирусом. Представители Министерства предпринимательства региона выявили ряд грубых нарушений. Например, отсутствие средств индивидуальной защиты у работников торговых точек, где наблюдается большое скопление людей. Были и другие нарекания. В некоторых магазинах отсутствовали журналы термометрии и дезинфекции. В настоящее время у нас выявлено 2 достаточно грубых нарушения. То есть по факту работали без масок и перчаток в магазинах. На данных лиц составлены административные протокола по статье 20.6.1 Кодекса об административных правонарушениях. И в последующем данный материал будет направлен в суд для рассмотрения по существу.
Аппарат искусственной вентиляции легких передала угледобывающая компания «Колмар» больничному комплексу города Нерюнгри. Сейчас в районной больнице 19 аппаратов ИВЛ. Главное преимущество оборудования – наличие большого количества режимов вентиляции легких. Широкий спектр функций аппарата позволяет эффективно реагировать на любую клиническую ситуацию. Компания «Колмар» на протяжении многих лет оказывает спонсорскую помощь медицинским учреждениям Нерюнгринского района. Когда на нашем производстве происходит какая-то беда, травмируются наши рабочие, мы всегда обращаемся в больницу. Никогда они нам ни в чем не отказали, всегда шли на помощь и выручали в самых сложных моментах жизни. Поэтому я бы так сказал, что настала теперь наша очередь, и мы оказываем в сложные моменты для больницы помощь в виде вручения этого аппарата искусственного дыхания. Я очень сильно надеюсь, что действительно этот аппарат поможет и спасет чьи-то жизни. 9 случаев падения детей из окон зарегистрировано в Якутии с начала года. Еще 3 утонули в местных водоемах. Главная причина – отсутствие контроля со стороны взрослых. Сотрудники ГИМС и МЧС бьют тревогу. Марина Крутихина ознакомилась со статистикой. Ленские подростки сидят у края девятиэтажки, а взрослые достают смартфоны, снимают видео. Классическая ситуация для 21 века. К счастью, обошлось без трагедии. Так бывает не всегда. С начала года в республике дети падали с высоты 9 раз. Все получили травмы различной степени тяжести. 1 ребенок погиб по вине родителей и законных представителей. 7 травмированы. Скажите, как вы контролируете вашего ребенка в ваше отсутствие дома? Ну, во-первых, они сами уже... Есть и взрослые за ними, которые присматривают, старший ребенок, то надо за ними как бы смотреть. Но так периодически, если необходимость там есть такая, что нельзя оставить ребенка, мы ее с собой берем. Ребенок у меня дома с нянькой. Я вот на работе сижу спокойно. Например, я сама беспрерывно позвоню на видеозвонка, что я постоянно контролирую своего ребенка, что он делает, с чем он занимается. Но так поступают не все. Без внимания взрослых, без их контроля дети гибнут. Они попадают под колеса машин, падают с высоты, тонут. В прошлом году в реке Лена утонуло 6 детей. В июле этого года 3. Одна из последних трагедий произошла в Мирнинском районе. Там дети купались на несанкционированном пляже. Сотрудники полиции, проезжавшие мимо, извлекли ребенка из воды. Однако реанимационные мероприятия не принесли положительного результата. Ситуация как под копирку. Ушли без сопровождения взрослых на речку, не справились с течением, не смогли выбраться на берег. С начала лета сотрудники ГИМС, административной комиссии и ПДН выходят в рейды, раздают памятки и следят, чтобы на воде не было несовершеннолетних без сопровождения взрослых. Такие родители могут лишиться приличной суммы из семейного бюджета – до 5000 рублей. Мы на берегу реки Лена выявили, группу подростков несовершеннолетних 13, 14, 15 лет, которые неорганизованно, без взрослых, без представителей законных и родителей, купались на реке Лена. Они были доставлены, соответственно, законодательство, в полицию, приглашены тут же срочно родители, в отношении их были составлены административные материалы. Родителям важно помнить, даже если ваш ребенок – эталон ответственности и осторожности, все равно почаще напоминайте ему об основах безопасного поведения летом. Как показывает опыт врачей-травматологов и педиатров, даже взрослые не всегда знают, как вести себя в экстренной ситуации, а дети тем более. Марина Крутихина, Олег Соснин, Анатолий Гуськов. Телеканал «Алмазный край». Продукция местных производителей стала доступна удачницам. В городе открылся мясоперерабатывающий цех. Пельмени, фарш, шашлыки и многое другое здесь готовят из продуктов якутских сельхозпроизводителей. Пока цех работает только на заказ из-за нехватки рабочего персонала, в дальнейшем планируется увеличить штат и расширить ассортимент. Ирина Балкова продолжит тему. Пельмени с молниеносной скоростью передвигаются по ленте и попадают в специальный лоток. Но лепит их не бригада поваров, а специальная электрическая пельменная. Мощность оборудования 500 килограммов готовой продукции в час. Идея создать свой мясоперерабатывающий цех у Айны Прибылых возникла уже давно.
Уж очень хотелось видеть на своем столе экологически чистые продукты местных сельхозпроизводителей. В 2018-м она получила грант от Управления сельского хозяйства Мирнинского района около 2 миллионов рублей. А постоянных договоров нету. Мы закупаемся у местных охотников из Тяльнина. Но трудность в том, что если у них закупаем, то у них, естественно, без документов просто берем разрешение только есть, а этих лабораторных исследований нету. Поэтому проводим с каждой партией вот это вот исследование. Торговых точек у предпринимателя пока нет, только на заказ. Хочу сказать, что продукция натуральная всегда свежая, всегда она привозит только местные производители, у местных производителей она покупает. В целом очень довольна. С первых дней открытия постоянно у них покупаю, поспешила к ним. Работать приходится по 12 часов в сутки. Пока в цехе трудится только семья Айны из 3 человек. Супруг выполняет всю тяжелую работу и справляется с новым оборудованием. Дочь мастерица на все руки. Ну а сама Айна формирует заказы. В дальнейшем планирует принять в свой штат технологов и поваров. А еще расширить ассортимент. Ирина Балкова, Денис Сиротин, телеканал «Алмазный край». В Великобритании прошла операция по спасению Сенбернара. Она длилась 5 часов, в ней участвовали 16 человек. Животное спустили с горы на носилках. Сейчас 4-летняя Дейзи чувствует себя хорошо. Подробности у Анастасии Дмитриевой. Вопреки привычному ходу дел, когда сенбернары спасают людей в высокогорье, на северо-западе Англии произошла прямо противоположная ситуация. Горный спецотряд спас 4-летнюю собаку по кличке Дейзи. Она упала при спуске с вершины Скофелл-Пайк и, по словам хозяев, не могла ходить из-за сильной боли в задних лапах. 16 волонтеров без раздумий отправились на помощь. Операция по спасению питомца весом 55 килограммов заняла 5 часов. Животное несли с горы высотой почти 1000 метров на носилках, преодолевая всевозможные препятствия, в том числе водопад, узкие тропы и каменистый спуск. Гигантская собака казалась спокойной. Внизу Дейзи хорошо выспалась, храпя немного громче, чем обычно, но вернулась в привычно приподнятое настроение, сообщила на своей странице в Фейсбуке горная спасательная команда Уоздейла. Название Сенбернар происходит от монастыря Святого Бернара на швейцарско-итальянской границе. В XI веке монах основал там приют для путешественников, который, как и местный перевал, был назван в честь святого. Имя Сен-Бернара было присвоено и местной породе собак. Первоначально их держали как сторожевых, но впоследствии они прославились тем, что спасали путников, заблудившихся в снегах и туманах Альп. К этой минуте у меня пока вся информация. Еще больше новостей на наших официальных сайтах як24.ру и nvk-online.ru. Не переключайтесь.